Дорогие мои соотечественники, позвольте мне сделать официальное заявление. Как вы знаете, что режим Токаева Назарбаева преследует не только лидеров демократических оппозиционных партий и движений, гражданских активистов и независимых журналистов. Этот режим преследует даже тех, кто занимается правозащитной и общественной деятельностью, кто помогает простым людям, попавшим под пресс этому самому режиму. Меня зовут Барлык Мендагазиев. На протяжении 30 лет я занимался бизнесом. Помимо бизнеса, я всегда помогал гражданским активистам и семьям политических заключенных. Помогал не только словами. В последние годы я открыто помогал тем, кто попал под жернова Токаева-Назарбаевского режима. Я оплачивал административные штрафы сотням гражданских активистов. Я помогал семьям политических заключенных и оказывал материальную помощь нуждающимся и детским домам. Я участвовал в организации мирных митингов в поддержку политическим заключенным. И вот 6 ноября так называемый Назарбаевский режим вероломно, словно бандиты, словно захватчики, вторглись на территорию независимой и народной компании КСС в моем любимом городе Аксай. Вооруженные сотрудники КНБ, МВД, ДЭР и ОМОНа в черных масках положили на пол работавших на предприятии мужчин, а женщин силой и угрозами загнали в подвалы в гостинице КСС. После чего с 12 часов дня и до поздней ночи комитетчики допрашивали всех работников предприятия, оказывая физическое и психологическое давление. Токаевско-Назарбаевские откровенные бандиты заставляли людей давать против меня показания. Комитетчики заставляли говорить меня и директора КСС Бауржана Джусупова и финансового директора Бахлы Джентилееву. Продолжая фабриковать улики против меня и пытаясь оказывать на меня давление, комитетчики подкинули наркотики в карман куртки моего брата Бекижана. После чего комитетчики забрали всю оргтехнику, сейфы, документы из офисов и складов, мои личные вещи, вскрыли двери в мою квартиру, провели незаконный обыск, не объяснив цель обыска, забрали мои семейные видео и личные вещи. Дорогие друзья, я официально заявляю, что ни я, ни мой брат Бекижан никогда не употребляли наркотики. Я не торгую наркотиками, оружием, людьми и родиной. К счастью или не к счастью, я не верю в Бога. Я не создавал никакого ОПГ. Это Назарбаевский Токаевский режим сам и есть ОПГ. Я официально заявляю, что компанию Карчанг Сапар Целис, которую я создал еще в 1997 году, а в 2016 году из-за тотальной коррупции в Казахстане, из-за угрозы рейдерского захвата, всю 100% свою долю в этой компании я передал своим работникам. Действия сотрудников КНБ, МВД, ДЭР и ОМОНа являются преступными, бандитскими. Они оказывали физическое и психологическое давление на ни в чем не повинных людей, работников КСС. Токаевский Назарбаевский режим пытается взять в заложники моих коллег, моих друзей, моих родственников, которых я очень сильно люблю. Режим тем самым шантажирует и оказывает давление на клиентов компании КСС. Таким образом, режим хочет добраться до меня, хочет заставить меня отойти от своих принципов и прекратить оказывать помощь гражданским активистам, политическим заключенным, участвовать в организации мирных митингов за сменяемость власти. Дорогие мои соотечественники, дорогие мои друзья, сегодня я заверяю вас, что не отступлю от своих принципов, которые заложили в меня мои родители. И, как ни странно, это звучит советская школа, ни на шаг. Я продолжу помогать гражданским активистам, независимым журналистам, правозащитникам, семьям политических заключенных. Я помогал и буду помогать нашим соотечественникам, которые пытаются изменить Казахстан в лучшую сторону, в сторону открытого гражданского общества, в сторону демократии. Все попытки Токаева-Назарбаевского режима оказать на меня давление бесполезны. Теперь, после бандитских действий режима, после того, как вы, цепные псы режима, комитетчики и полицаи, пытались захватить в заложники моих близких и устроили разбойный налет на народную компанию КСС, я официально заявляю, что вступаю на путь борьбы с преступным Токаево-Назарбаевским режимом Казахстана.
Моя борьба не будет идти с оружием в руках. Это мирная борьба, мирными цивилизованными методами. Я буду делать все возможное, все от меня зависящее, чтобы этот бандитский режим Назарбаева и Токаева пал. Чтобы в Казахстане, наконец, после 30 лет установилась демократия, верховенство закона и права. Спасибо вам всем большое.